Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь и подготовьтесь к уроку. Ребята, тема нашего сегодняшнего урока – обучение сочинению, рассуждению по исходному тексту в формате ЕГЭ. Сегодня на уроке мы с вами, как и на всех предыдущих уроках, продолжим подготовку к ЕГЭ. Цель нашего урока – написать сочинение рассуждений по исходному тексту. Это одно из самых дорогих заданий, мы с вами об этом знаем. Почему я его называю дорогим? Дорогим в кавычках. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Так, Ася? Сочинение является самым дорогим заданием, потому что от него дают 24 первичных балла. Правильно, Ася. За сочинение нам дают 24 первичных балла. Это почти половина от общего количества. Очень хорошо, садись. Сейчас скажите мне, что включает в себя экзамен по русскому языку? Из каких частей он состоит? Пожалуйста, Пятимат. Экзамен по русскому языку включает в себя две части. Это первая тестовая часть и вторая сочинение. А сейчас скажите мне, какой максимальный балл полагается за первую часть? И сколько там тестовых заданий? Так, Лиза. В первой части 25 заданий. За первую часть в общем можно получить 34 балла. 34 первичных балла, правильно. Садись, Лиза. За вторую часть 24 балла. Итого мы с вами получаем 58 первичных баллов. Я сегодня вам желаю удачи в получении всех 58 первичных баллов. Это у нас была с вами вводная часть. И начнем мы с вами урок с замечательных поэтических строк со стихотворения Владимира Высоцкого «Песня о друге», которое легло в основу песни. Послушаем. Пятимат. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни. Не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут и тут про таких не поют. Значит рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут и тут про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел, а когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел за тобой, как бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел за тобой, как бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Замечательные строки, ребята. О чем это стихотворение? Это стихотворение о настоящей дружбе. Правильно, это стихотворение о настоящей, о истинной дружбе. Садись, Фатима. А что такое вообще слово «дружба»? Как вы его понимаете? Я вас просила подготовить определение этого слова, близкие вам. Дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии и привязанности. Ага, хорошо, правильно, садись. Так, еще кто подготовил? Определение «близкие вам». Не вижу рук. Ася, давай. Как сказал Джордж Вашингтон, истинная дружба – это медленное растущее растение, которое должно быть испытано в беде и несчастье, прежде чем заслужить такое название. Хорошо, правильно, ребята. Еще кто подготовил определение? Багаудин. Как говорил Цицерон, исключить из жизни дружбу все равно, что решить мир солнечного света. Очень хорошо, ребята, я с вами согласна. Есть у нас еще
кто подготовил определение слова «дружба». Хочет кто-нибудь зачитать? Дружба – это близкие отношения, которые связывают людей общностью интересов. Хорошо, садись. Какие ассоциации возникают у вас со словом «дружба», «друг»? Хади? Верность. Амина? Преданность. Фатима? Ответственность, правильно. Багаудин? Помощь, правильно. Кого вы можете назвать настоящим другом? Друг – это тот, кто может выслушать тебя в трудную минуту. Правильно, садись. Так, кто еще? Повторяю еще раз вопрос. Кого вы можете назвать настоящим другом? Ну-ка, кто нам ответит? Адам? Настоящий друг – это человек, который поддержит тебя в любую минуту, и в горе, и в радости. А сейчас вспомните, пожалуйста, пословицы о дружбе. Вы наверняка их знаете. Кто нам даст ответ? Ну-ка, Амина. Друг познается в беде. Старый друг лучше новых двух. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Еще кто нам приведет пословицы о дружбе? Не вижу рук. Так, Залина. Друзья до черного дня. Хорошо. Еще. Верный друг лучше сотни слуг. Хорошо, Залина, садись. А сейчас обратите внимание на эпиграф. Друзей узнаешь в беде, в бедах друзей узнаешь себя. Это слова Александра Кумара. Как вы их понимаете? О чем нам говорит автор этих слов? В чем состоит суть этого высказывания? В беде друга ты можешь узнать, какой друг получится из тебя, а в своей беде ты узнаешь, какие друзья у тебя. Хорошо, Лиза, правильно, садись. Ваше домашнее задание состояло в следующем. Повторить план сочинения рассуждения по исходному тексту, повторить критерии оценивания этого развернутого ответа, ну и также индивидуальные задания, связанные с нашим текстом. А сейчас давайте вспомним, из каких частей состоит наше с вами сочинение, что оно в себя в обязательном порядке включает. И у меня вот здесь, вот, обратите внимание, разложены листки с обозначениями. Вам их надо в нужном порядке распределить и прикрепить к доске. Так, давайте начнем. Первое, что у нас должно идти? Первая должна идти проблема текста. То есть мы с вами должны определить проблему текста. Хорошо, Аслан, подойди к парте, пожалуйста, и прикрепи необходимый листочек. Так, дальше идем. Что следующее идет? Вторым абзацем. Амина? Первый комментарий к проблеме. Первый комментарий к проблеме. Подойди. Следующее что? Багаудин? Второй комментарий к проблеме. Прикрепляем. Далее. Айна? Позиция автора. Позиция автора. Хорошо, садись. Тоже вслед за Багаудином, да. Работаем. Следующий абзац. Пятимат? Моя позиция. Моя позиция. Что идет вслед за моей позицией? Ася? Первый аргумент. Первый аргумент. Хорошо. Первое доказательство. Что вслед за первым аргументом? Хади, пожалуйста. Прикрепляем к доске. Ну и последнее, что у нас остается? Заключение, Аслан, правильно. Посмотрите все сюда. То есть, получается, идеальное сочинение должно состоять из скольких абзацев? Из 8 абзацев. Могу ли я менять последовательность изложения вот этих абзацев? Нет. А сейчас давайте представим, что мы с вами на экзамене. Перед нами лежат тексты. Мы с вами их сейчас прочитаем. Так, кто нам вслух прочитает? Так, Танзила. Начни, пожалуйста, громко и выразительно. Также этот текст вывела на доске, чтобы вы следили за ним. И он у вас есть на столах. Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а я убежден, что и каждая травинка, цветок, дерево, пусть они одного цвета, одной породы, так же неповторимо, как и все растущее, живущее вокруг нас. Следовательно, все живое, в особенности человек, имеет свой характер, который, конечно, развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, родителей, школы, общества, друзей.
Ибо настоящая дружба – это награда человеку редкая и драгоценная. Такая дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при крайних бедственных обстоятельствах. С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие друзья. Есть ли у меня такие друзья? Да, они были на войне, есть и в нынешней жизни. И я очень стараюсь за преданность платить преданностью, за любовь любовью. Каждую свою книгу, каждую строку и каждый поступок свой я просматриваю и прочитываю глазами своих друзей, в особенности фронтовых, чтобы не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность. Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, будет всегда больше, чем плохих и злых. Иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосился бы, как нагруженный балластом или мусором на один борт корабль, и давно бы опрокинулся и затонул. Хорошо, Танзила. Садись. Замечательный текст. Давайте сейчас попытаемся его понять и ответить на вопросы. Первое, что мы с вами должны сделать, вы мне об этом уже сказали, это определить проблему текста. Давайте начнем. Кто мне скажет, какова проблема данного текста? Виктор Петрович Астафьев в своем тексте поднимает проблему искренней дружбы. И проблему искренней дружбы, проблему настоящей дружбы. Правильно, Аслан. Давайте сейчас используем, сразу, Аслан, ответь мне на вопрос. Как мы с вами строим первый абзац нашего сочинения? Бери в руки текст. Виктор Петрович Астафьев, известный русский писатель, участник Великой Отечественной войны, в своем тексте поднимает проблему настоящей дружбы. Или истинной дружбы. Очень хорошо, садись. Правильно, Аслан. Но мы с вами знаем, что этот же абзац мы с вами можем построить по-другому, так? То есть дать проблему в виде вопроса. Ну-ка, кто нам это покажет? Опять не забываем про клише, используем его. Залина. Что такое настоящая дружба? Какой должна быть истинная дружба? Над этим вопросом размышляет Виктор Петрович Астафьев, известный русский писатель, участник Великой Отечественной войны. Хорошо, Залина, садись. А сейчас, ребята, обратите внимание на доску интерактивную. Нам представлены там критерии оценивания ответа. Давайте сразу по абзацам будем оценивать наше с вами сочинение. Эти критерии лежат также у вас на столах. Так, первый критерий, прочитайте, пожалуйста. Залина, прочитай первый критерий. Экзаменуемый в той или иной форме в любой из частей сочинения верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. Тогда 1 балл. Тогда 1 балл, правильно. А в каком случае, Пятимат, мы получаем 0 баллов? Вот за этот критерий. Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. Правильно, здесь уже, да, 0 баллов. А сейчас мы с вами построили первый абзац нашего сочинения. Давайте мы себе проставим балл вот за этот абзац. Ну-ка, подойдите к доске, у нас тут вывешены критерии, и проставьте, пожалуйста, маркером балл. Ася, подойди. Хорошо, Ася, садись. Далее мы с вами должны прокомментировать проблему. Ну-ка, найдите в тексте такие предложения, которые наиболее полно раскрывают нашу проблему. Так, кто? Ася? Следовательно, все живое, в особенности человек, имеет свой характер, который, конечно, развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, родителей, школы, общества и друзей, ибо настоящая дружба – награда человеку редкая и драгоценная. Хорошо, Ася, а сейчас давай так, построим абзац нашего сочинения, используя вот эту вот цитату из текста. Слушаем тебя. Не забываем про клише, напоминаю. Автор убежден в том, что настоящая дружба – награда человеку редкая и драгоценная. Очень хорошо, молодец. Дальше идем. Следующее, что мы с вами должны сделать, это привести еще один комментарий, да, и проиллюстрировать этот комментарий. Так, кто? Так, давай, Багаудин. Какое из предложений в тексте нам подходит? В поле боя, рискуя своей жизнью, уносят бойца только настоящие друзья. Правильно. А сейчас сразу давай построим абзац нашего сочинения. Мне кажется особенно важной мыслью автора в том, что с поля боя, рискуя своей жизнью, уносят бойца только настоящие друзья. Друзья, очень хорошо. Мы с вами сейчас смотрим критерии и определяем, сколько баллов мы с вами получили за эту часть.
Кто нам прочитает критерий? Давай сразу Багаудин. Сформулирована экзаменуемым проблема, комментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый провел не менее 2 примеров прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Фактически ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, комментариев нет. За это 3 балла. За это 3 балла. Правильно. Мы сами их получили? Да. Проиллюстрировали, да? Прокомментировали? Есть все это у нас. Правильно. И давайте эти 3 балла проставим. Хорошо? Багаудин, пожалуйста. Давайте скажем о том, когда мы с вами за этот критерий получаем 2 балла, когда 1 балл, когда 0. Танзила. Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привел 1 пример из прочитанного текста, важный для понимания проблемы. Фактических ошибок нет, связанных с пониманием проблемы исходного текста. Комментариев нет. За это мы получаем 2 балла. 2 балла. То есть только 1 пример, да, с иллюстрацией. Хорошо. Когда 1 балл, Танзила, продолжи. Сформулированная экзаменуемая проблема текста прокомментирована с опорой на исходный текст, но экзаменуемый не привел ни одного примера из прочитанного текста, важного для понимания проблемы. Или в комментарии допущена 1 фактическая ошибка, связанная с пониманием проблемы исходного текста. Хорошо. И последнее. То есть, когда мы вообще балл за этот критерий не получаем, в каком случае? Сформулированная экзаменуемая проблема не прокомментирована или прокомментирована без опоры на исходный текст, за это мы получаем 0 баллов. Ага, хорошо, Танзила, правильно все. Идем дальше, смотрим. Следующее, что мы с вами должны сделать? Следующий абзац. Это какой у нас абзац по счету? 4-й уже. То есть проблема, комментарий 1, комментарий 2, да, и позиция автора. Так, позицию автора даем своими словами. Текст мы с вами прочитали, мы с вами его поняли. А сейчас скажите мне, позиция автора по поставленной проблеме. Кто еще даст своими словами? Айна? По мнению автора, дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие отношения куда сильнее, чем коллектив, особенности при крайних бедственных обстоятельствах. Хорошо, Айна. То есть Айна для того, чтобы дать позицию автора, использовал текст. Мы с вами дали позицию автора. Сейчас наша задача состоит в следующем. Мы с вами должны или согласиться, или не согласиться с автором текста, а потом в доказательство привести аргументы, да? То есть аргументировать свое мнение. Так, думаем, ребята, и говорим. Кто скажет, согласны мы с автором или нет? Кто ответит на вопрос? Адам? Я согласен с автором, потому что он говорит, что с поля боя тебя вынесут раненым только настоящие друзья, на это способны лишь некоторые. Отлично, Адам, согласен с тобой. Хорошо, садись. Сейчас давайте с вами, ребята, подумаем над аргументами. Это у нас идет этот же критерий, но для получения балла, да, максимального за этот критерий, мы с вами в обязательном порядке должны привести аргументы, да. Думаем сейчас, какое литературное произведение мы с вами можем привести в качестве примера. И жизненный пример также мы можем привести, вы знаете. Думаем. Мне кажется, что можно привести произведение Гончарова «Обломов». Там у главного героя Обломова есть лучший друг Штольц, который всегда ему помогает. Правильно. Можно их назвать настоящими друзьями? Да. Мне кажется, что тоже да. Это действительно настоящие друзья, которые в любую минуту готовы поддержать друг друга. Да, хорошо. Дальше идем. Сейчас вспомните, пожалуйста, сколько примеров нам надо привести в обязательном порядке для того, чтобы получить максимальный балл именно за этот критерий. 2 примера, правильно. Один из которых в обязательном порядке взят из литературы. Хорошо. То есть 2-й пример у нас может быть как из литературы, так и из жизни. Так? Думаем сейчас. Можете еще один из литературы привести, можете следующий пример привести из жизни. Багауди. Также вспоминается цитата Цицерона, где он говорит о дружбе как «исключить из жизни все равно, что решить мир солнечного света». Мы с вами знаем, что цитата, если мы называем автора этой цитаты, это может служить также литературным примером. Хорошо, Багаудин, правильно. Еще я хочу, чтобы вы привели сейчас пример из жизни. Также вспоминается, как мой друг, когда мне было плохо, и я нуждался в помощи, помог мне и поддержал в трудную минуту.
Давайте сейчас посмотрим, сколько баллов нам полагается за те абзацы, да, которые мы с вами только что дали. Смотрим на интерактивную доску, кто нам зачитает. Ася, давай. Отражение позиции автора исходного текста. Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора исходного текста по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции исходного текста, нет. За это дается 1 балл. Хорошо, правильно. Мы с вами сейчас его проставим. И в каком случае сразу мы этот балл теряем? Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно или позиция автора исходного текста не сформулирована. Хорошо. Аслан, проставь, пожалуйста, балл в критериях. Хорошо, следующий, дальше критерий читай, Ася. Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме. Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста, аргументировал его, привел не менее 2 аргументов, один из которых взят из литературы. За это дается 3 балла. Правильно. Давайте его проставим с вами. Фатима, подойди к доске. Это у нас критерий какой? К4, правильно. Следующий критерий К5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. Логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена. Достаточно. Обратите внимание, если мы с вами будем нарушать абзацное членение, мы с вами именно в К5 теряем баллы. То есть вот наличие вот этих вот абзацев обязательно. И также последовательность этих абзацев тоже важна, как мы с вами понимаем. Это все показывает нам критерий К5. 2 балла за этот критерий. Хорошо. Когда мы теряем, мы с вами об этом уже сказали. Следующий идем, К6. Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразием грамматического строя речи. Или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушение точности выражения мысли. Сколько за это? 1 балл. 1 балл. А сейчас смотрите сюда. Вы знаете, что с К7 по К10 критерии, это критерии, отвечающие за грамотность, так? И грамотность вашего сочинения я непосредственно буду проверять уже, когда получу ваши работы на руки. Ну и давайте последние К11, К12 критерии просмотрим и скажем, что мы здесь можем получить, и мы с вами закончим. Так, К11 критерий. Соблюдение этических норм. Этические ошибки в работе отсутствуют, за это полагается 1 балл. Допущены этические ошибки 1 и более, за это полагается 0 баллов. К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале. Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют, за это полагается 1 балл. Допущены фактические ошибки 1 и более в фоновом материале, за это полагается 0 баллов. Хорошо. По содержанию этих критериев вы поняли, что эти баллы очень легко получить. Просто надо быть внимательным. Проставьте баллы за К11, за К12. Лиза, подойди к доске. Хорошо. И мы с вами сейчас закончим наше сочинение. Нам надо дать последнюю часть, последний абзац. Это заключение. Кто нам его даст? В заключение я хочу сказать, что этот текст заставил меня задуматься еще глубже над проблемой о том, какой должна быть истинная дружба, переоценить ее важность в нашей жизни. Очень хорошо, Залина. То есть это ответ, построенный на использовании клише, что Залина и сделала. Правильно, Залина, садись. И последний вид работы, связанный с нашим текстом. Посмотрите, пожалуйста, на доску все. Прочитаем задание. Выберите из данного набора те выражения, которые, на ваш взгляд, характеризуют истинную дружбу, то есть настоящую дружбу. Ставьте пропущенные буквы. Давайте первое задание сначала выполним устно. Вам надо назвать те словосочетания, которые соответствуют. Не путаем. Кто нам даст ответ? Прямодушие и нерушимая верность, духовное родство, внимание и чуткость, широко открытая душа, полное доверие и лучистый взгляд. Враждебная настороженность, это не подходит, коварная лесть, притворное сладкоречие, высоконравственная требовательность, холодный прагматизм, мелочный эгоизм не подходит, душевная черствость не подходит и безразличие тоже не подходит.
сразу привожу определение слова прагматизм. Это следование во всем узкопрактическим интересам, соображением пользы и выгоды. Конечно, прагматизму нет места в дружбе, о чем нам Пятимат и сказала. А сейчас я хочу, чтобы один из вас подошел к доске и проставил пропущенные орфограммы. И мы с вами следом назовем те задания, которые скрываются за этими орфограммами. Танзила, пожалуйста, возьми маркер, проставь пропущенные орфограммы. Самоотверженность. Пропущено 2 «н», так как суффикс «ен» всегда пишется 2 «н». Одна пропущена, потому что одна там уже у нас стоит. Правильно, дальше. Бескорыстие. Пропущено «с», так как глухая. К звук глухой, правильно. Искренность. Пропущено 2 «н», суффикс «ен», «н». Далее идем. Враждебное. Пропущено вражда. Вражда, я не слышу эту гласную. Исправьте. Враг, правильно. Враг. Продолжаем. Настороженность. 2 «н», потому что суффикс «ен», «н» всегда пишется 2 «н». Жизненных 2 «н». Сладкоречие. О. О пропущено. Объясняй. Соединительные гласные. Соединительная гласная, правильно. Далее. Нравственное. Суффикс «ен», «н». Нерушимое пишется слитно, так как нет никаких признаков. Нет признаков, сразу уточните. Зависимого слова нет. Частицы. Усилительных частиц нет. Усилительных частиц нет. И союза А. Противопоставление союзу А, правильно. Дальше. Слитно. Внимание. Это чередующее. Мелочный, без мягкого знака. Широко, ширь. Проставляй. И черствовать. Проверочное слово черстветь. Черстветь. Далее. Полное доверие. Приставка до. Хорошо, Танзила, справилась с заданием, садись. Итак, сегодня на уроке мы с вами на примере текста Виктора Петровича Астафьева говорили о самом чистом и светлом чувстве, о дружбе. Дружба – это союз двух родственных душ. Она не может возникнуть там, где нет доверительности, где нет надежности, где нет понимания. И в завершении нашего урока я бы хотела прочитать вам притчу. Послушайте. По длинной, дикой, утомительной дороге шел человек с собакой. Шел он себе, шел, устал. Собака тоже устала. Вдруг перед ним оазис, прекрасные ворота. За оградой музыка, цветы, журчание ручья. Словом, отдых. «Что это такое?» – спросил путешественник у привратника. «Это рай. Ты уже умер, и теперь можешь войти и отдохнуть по-настоящему. А есть там вода? Сколько угодно, чистые фонтаны, прохладные бассейны. А поесть дадут? Все, что захочешь. Но со мной собака». «Сожалею, сэр, с собаками нельзя, ее придется оставить здесь». И путешественник пошел мимо. Через некоторое время дорога привела его на ферму. У ворот тоже сидел привратник. «Я хочу пить», – попросил путешественник. «Заходи, во дворе есть колодец. А моя собака? Возле колодца увидишь поилку. А поесть? Могу угостить тебя ужином. А собаке? Найдется косточка. А что это за место? Это рай». «Как так? Привратник у дворца неподалеку сказал мне, что рай там». Врет он все, там ад. «Как же вы в раю это терпите?» «Это нам очень полезно. До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей».